Ну, на самом деле, добропорядочность достаточно широкое, да, понимание. Есть какие-то культурные особенности, да, зависит от каких-то ценностей, которые распространены в этой культуре. Но есть, я думаю, и какие-то общие человеческие положительные качества, совокупность которых, наверное, есть добропорядочность. Да. Но для меня лично суммировано это все отлично нашим великим поэтом Абаем в его стихах. Это «Талап еңбек терең ой, қанағат рахым біліп қой, бес асылыс көнсеңіз». То есть ясность ума, труд, упорство. Вот эти вещи определяют, наверное, для меня именно понятие добропорядочности. Да. На самом деле, конечно, список можно продолжать, но вот если мы хотя бы разберем по отдельности вот эти 5 и будем придерживаться их, наверное, можно такого человека назвать добропорядочным и достойным подражания. Для меня мир не так, наверное, прост, да, как белое и черное. То есть я не могу сказать только упорный труд или удача. Да. На самом деле секретным соусом успеха, наверное, является удача. Но основным ингредиентом это все-таки является труд. Нельзя приготовить хорошее блюдо без основного ингредиента, но вынести его на следующий уровень это секретный соус. Да, там тоже можно там, с проколу, да, вспомнить. Также и здесь. Еще другое хотел высказывание или вспомнить речь Стива Джобса, которую он говорил в 2005 году перед выпускниками, да, Стэнфордского университета. То есть невозможно соединить точки, когда мы смотрим вперед в будущее, да, но только оглядываясь назад. Также, то есть работая упорством, мы оставляем какие-то точки, да, добиваемся каких-то целей, но удача, стечение обстоятельств, да, это все складывает в одну целостную картину. То есть и согласен даже с таким высказыванием, что 90% успеха – это труд, а 10% – это уже талант, да, или опять-таки удача. Поэтому не все так просто, но труд нельзя отнять. Это основной ингредиент. И действительно вот вкладываться и работать для своих целей – это самое важное. И на самом деле, когда человек трудится, ставит перед собой цели, удача, я думаю, неизбежна. И, соответственно, успех тоже. Я очень благодарен своим учителям. Это большой был коллектив и действительно преданный своему делу. Но одним учителем, который повлиял, наверное, не только на меня, на весь наш класс, на все 26 человек, ну и даже, может быть, больше, это Бертисова Токан Тулеевна, ныне покойный. Да, это был наш классный руководитель с 5 класса. Выдающийся педагог. Она была также преподавателем математики. Но действительно, что делает ее человеком значимым в моей жизни, это то, какое воспитание она нам дала. Да? Мы были как одна семья, и показательно, что вот опять-таки спустя 20 лет мы все общаемся до единого, все одноклассники на связи, мы всегда стараемся встречаться, да, сейчас разбросаны по стране, кто-то и за рубежом, но дух дружбы, он сохраняется, и вот действительно за это мы благодарим ее. Она тесно общалась и с нашими родителями, всегда давала замечания, оценку, да, и это ведь тандем воспитания ребенка, на самом деле это тандем педагогов и родителей, да, и должны они как бы работать в одном направлении. Вот это у нас было. Могу похвастаться, наш класс считался там лучшим в своей школе, да, мы даже как-то получали за это награду от директора. Ну и показательно, наверное, сейчас, что один из моих одноклассников является вице-министром, а другой замакима области. Также могу вспомнить, что половина нашего класса это были выпускники с красным дипломом, 2 обладателя золотой медали Алтенбельга, да, и это были, ну, у нас школа достаточно молодая была, 92 года, это были первые 2 обладателя Алтенбельга. Для меня это все индикаторы, конечно, но на самом деле, вот еще раз подчеркну, дружба и сплоченность, которую она нам привила, делает ее особенной в нашей жизни. Ну, мы, наверное, возвращаемся опять к определению вот добропорядочности, да, и так далее. То есть у успеха много ингредиентов. Но еще раз подчеркну, это те, которые 5 мы говорили, да, это труд, это ясность ума. Всегда, конечно, когда ты молод, это, наверное, сложнее и приходит с опытом, но всегда надо дать себе возможность вдуматься на любую вещь, да, там, вдумчиво для себя принимать решения. Надо стремиться к знаниям. На самом деле, историй успеха, наверное, много, и они разные,
Но что объединяет, это вера в себя и в трудолюбие. Будут в жизни много неприятностей, невзгод, но если есть цель, и вы знаете, куда идти, я думаю, это уже большая часть успеха. Ну, как, наверное, и говорит, да, интеллектуальная нация определяет первую, ну, для меня лично, как я понимаю, это, наверное, ценности, да, общества, то есть что ценится превыше всего. И, конечно, в интеллектуальном обществе это интеллект и, думаю, патриотичность, да. То есть нация должна быть сейчас, в 21 веке, вообще в новом даже тысячелетии, наверное, на первые места выходит именно человеческий капитал. Это, то есть, уже не материальный, да, там мы прошли уже, что называем, там 3 индустриальные революции, мир прошел, да. И сейчас в новой эпохе это именно человек, его интеллектуальные способности, креативность определяют те нации, которые будут успешны. Можно повторяться, тут поговорить про примеры и Сингапура и так далее, да, которые, не имея каких-то там природных ресурсов, но тем не менее являются лидерами там в плане развития глобально, да, экономического развития. Такие вот вещи, то есть умение воспитать нацию, которая будет думать творчески, которая будет думать о человеке в первую очередь, да, то есть вот это определяет. Ну и, конечно, патриотичность. Можно быть очень умным, но это должно быть действительно направлено на созидание и на создание общества, в которое ты хочешь сам жить и которое ты хотел бы, чтобы твои потомки жили. Молодежь начнет ценить именно ум, интеллект, патриотичность превыше каких-то материальных ценностей, мгновенного удовольствия и так далее. Это будет, наверное, нас характеризовать как интеллектуальную нацию. Ну, тут, наверное, надо задать себе вопрос вообще, свободные от чего, да? Ну, достаточно как бы взрослые люди, много в жизни и обязательств каких-то, да, там, и поэтому такого, чтобы свободного, когда я сижу и мне делать нечего, уже, наверное, нет, да, то есть это всегда там планирование. Но если мы говорим свободные от именно официальной работы, чем я не занимаюсь, да, там, вот положенные мои рабочие часы, да, то здесь много вещей там. Ну, опять-таки, я люблю свою работу, действительно считаю это своим призванием, поэтому я не так, что занимаюсь этим только там от 9 до 6, да, там. Для меня эта тема финансов, инвестирования, она интересна сама по себе. То есть, соответственно, я и в нерабочее время читаю аналитику, новости, да, там, сам инвестирую, ну, и это занимает там определенное время, да, управлением своим портфелем. Пытаюсь уделить достаточно времени своему физическому состоянию. В этом плане там обязательно пытаюсь хотя бы раз в неделю поиграть в футбол с друзьями, да. Ну, это не только физически, это также вот общение, да, как говорится, с коллегами, с друзьями вне работы. Время от времени я катаюсь на лошадях, да, все-таки верю в то, что есть какой-то там генетический код, и будучи потомками номадов, да, мы должны все-таки поддерживать эту связь, которая, я имею в виду, с природой, да, которая вот заложена нами многими поколениями. Опять-таки, это не так, что время свободное, и мне совсем делать нечего, но по каким-то направлениям стараюсь держать баланс. Я на самом деле много думал над этим вопросом, так и не смог определиться со своими любимыми книгами, потому что книг действительно очень много, они интересные, они разные. Наверное, расскажу вам больше о жанрах, да, которые я обычно читаю, которые мне нравятся. Это исторические романы, да, мне нравится читать. «Жестокий век» Калашникова, да, там, «Кочевники Симберлина», конечно же. Мне очень понравилась книга Кена Фоллета «Столб из земли», да, там. Наверное, не совсем исторические, но вот автор есть Халед Хосейни, его книги об Афганистане, такие как «Бегущий по ветру», да, «Тысячи сияющих солнц действительно тронули», да, вот «Трагедия этой нации» и так далее. Читаю биографии, да, но опять таких много, там, популярные есть, такие как Маска, да, биография Джобса. И из того, что сейчас читаю, и, наверное, больше ложится в эту категорию, это Сида Ахмеда Хоттукадаму «Служение нации». Сложно назвать именно биографией, потому что там достаточно кратко изложено, но, тем не менее, вот хорошая выжимка из биографии и влияния 10 лидеров нации на судьбу своей страны, да, вот. И опять-таки скажу, наверное, словами Абая, да, на самом деле я это говорил еще 15 января, когда мы вот молодежный кадровый резерв встречался с президентом. Синдигер Беркерпешдинеги Тегентап Табархалан, да, это вот, наверное, мысль, ради которой я просыпаюсь каждый день, да, что-то делаю,
это вот найти свое место и стать частью чего-то большого, да. Мы как люди, наверное, ну, в принципе, вот природой даже заложено, да, рождаемся, чтобы оставить после себя след, да, это наши дети и так далее, да, вот если с биологической точки зрения. А кроме того, я считаю, важно оставить себя след, свой след, ну, по возможности, конечно, в истории, но тем не менее оставить про себя какие-то дела, да, там, которые бы гордились бы мои дети, мои потомки. Ну, это и включает в себя, да, то есть быть пригодным в своей стране, чтобы был смысл, да, в жизни. Ну, иначе это просто прожигание, да, жизни и какие-то удовлетворение своих физических потребностей. Поэтому вот именно эта фраза, наверное, мотивирует меня и описывает на верхнем уровне все мои цели и задачи, которые перед собой ставлю.